Ваши аплодисменты. Никита Малкин. Никита Малкин на родном якутском языке поблагодарил всех болельщиков, земляков. Он сказал, что чувствовал каждую поддержку, каждый голос за него. И пообещал, что продолжит на этом духе победном. Итак, у нас это, пожалуй, главный бой. Ну, для многих якутян это будет главный бой наш. Один из самых ожидаемых турниров, супербой за пояс чемпиона чемпионов между Каем Адамовым и Алексеем Уваровским, двумя чемпионами. Алексей Уваровский чемпион игр ДГНа 22 года. Кай Адамов абсолютный чемпион по якутским прыжкам игр Манчары, двукратный чемпион, многократный чемпион республики, рекордсмен. И первым выходит Кай Адамов. Родом из села Чакыр Чураптинского района Улуса. Вот он, Кай, выбегает, да, для него это непривычно, наверное, да. Очень интересное противостояние, да, потому что Кай очень высокий по сравнению от Алексея. Но Алексей, посмотрим, да, я видел его тренировки, был очень интересным. Вот она, Кай, выбегает буквально. Тренировал его в последний месяц, да, Егор Пахомов. В зале Агату, в боксерском зале Агату проходили сборы, тренировочный лагерь Кая Адамова. Опытный боксер, тренер Егор Пахомов. Ну и мы ждем, да, выход Алексея Уваровского. Алексей Уваровский, Копяйский район, село Мостах. Так и выходит он под песню Амана Анхарова, популярного исполнителя нашего. Алексей Уваровский, звезда национального многоборья, чемпион игр ДГНа. Наверное, это самого популярного спортивного мероприятия в республике. Главного спортивного события игры ДГНа называется, и победитель становится национальным героем. В 2022 году таким был именно Алексей Уваровский. Вот он выходит. Новая прическа, всегда харизматичный, всегда яркий. Вот он, Алексей Уваровский. Ну и многие отмечают его такую, да, и очень интересную технику. Настоящую боксерскую. Выходить будет Алексей Уваровский с красного угла. Ну а комментировать этот поединок нам будет помогать Николай Дичковский, глава промоутерской компании Саха Профбокс. Николай, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, да, мы посмотрели с вами три уже поединка позади, да? Три поединка позади. Впереди еще 3. И, ну, у нас такой, да, народный бой. Здравствуйте. Так, сегодня у нас вечер бокса будет украшивать наши легендарные, так скажем, спортсмены национальных видов спорта. У каждого есть свои титулы, свои фанаты. Сейчас они попробуют, у них давно мечта есть каждого стать единоборцем. То есть они хотят тоже попробовать себя в роли, как скажем, бойца, попробовать на ринге. И мы в этом году решили их
Чья была идея, Николай? Да. Чья была идея вот именно Алексея и Кая, чтобы они противостояли друг другу? Мы вообще вдвоем это решили, сидя у нас в голове прошла именно вот национальные виды спорта, да. С Василием Егоровым сидим в федерации и вот подумали, резко как-то вот подумали. И вот как раз недавно мы в Инстаграме видели бой, ну, когда как бьет Алексей грушу, там Кай тоже, да. И предложили обоим, они вообще не отказались сразу. Сразу решились, подписали контракт, так скажем. Сразу спрошу у вас, да, бой будет настоящим? Бой будет настоящим, это по правилам бокса вообще. У них даже есть профессиональная лицензия боксера. Да, супервайзер все добро дал, подписал. Так что будет интересный бой. Да, формула боя 3 раунда по 2 минуты. 3 раунда по 2 минуты, да. Ну, можно сказать, что по внешнему виду можно сразу понять, что это действующие спортсмены, да? Вообще, мышцы там все на месте. Так, и... очень красивый бой будет, думаю. Да, первый раунд. Но прессинг будет Да. со стороны Уварова. Если вы, да, заметили, что размах рук у Кая Адамова было, да, больше там почти на 15 сантиметров, что может определить. Но Алексей Уваровский, да, скоростью, техникой и, Начинает прессинг. да, нестандартно будет боксировать, наверное, да? Руки отпущенные. Вот, уже как у него есть школа бокса, видно. Кай, преимущество у него в росте. Да, и на дистанции будет Да, стараться да. держать, не подпускать. Да, у него уже наставник ему дал такую установку, наверное, да, вторым номером отрабатывать. А руки длинные у него, так что вот, думаю, Алексею сложно будет подойти к такому близкому дистанцию, которую он уже как бы готовит. Уваровский тренировался в клубе Пикабу, да? Его тренером, его готовил, да, чемпион России по кикбоксингу Михаил Иванов. А Кай занимался в зале Агату, Да. под руководством Егора Пахомова, тоже мастера спорта России по боксу. Да, у них было достаточно времени на подготовку. Вот, уже у Кая даже вот техника ну, более так сложилась нормально. И держит дистанцию, пока не проигрывает. Хорошо идет. Да, у Алексея Да, вообще как... играет, да, сейчас? Да. Алексей вообще как руки отпустил, как Мухаммед Али двигается и вперед крадется. Ну, ищет свою дистанцию. Вот, опа. Ну, я бы Да, по да, этой да. атаке сразу сказал бы, чтобы это... Да, тут мы сидим, да, комментация у нас рядом у ринга, да, и слышно, что Да, за каждое попадание там хлесткие удары. очень Бокс жесткие идет на удары, настоящий. да, вообще. Никто никого не жалеет. Но тут можно сказать, да, отметить один такой факт, да. Алексей и Кай являются однополчанами. Да, они служили в армии вместе. Вот так Спецназе. сложилось, да. Они еще вот, стояли на парах, когда служили в армии. Сами они вот так рассказали. У Алексея вообще вот показал финт справа, ударил слева. Вот видите, как оп, вернулся. Нырки такие хорошие. И получается неплохо. Да, ну, я бы сказал, да, первый раунд завершился с таким небольшим преимуществом Алексея Уваровского, да? Да. Он был чуть поинтереснее, разнообразнее. Да. Кай чуть-чуть, да, сейчас на дистанции. Проснуться надо Каю сейчас. Да, у него сейчас установка тренера проснуться, держать дистанцию, бить удары. Почаще бить. Оба боксера такие, скажем, действующие спортсмены, потому что, ну, соответственно, да, функциональная готовность у них будет, наверное, на высоте. И 3 раунда по 2 минуты они выдержат по-любому. Вообще вот ребята в WhatsApp-группах, да, вот, ну, такая 50 на 50. Да. И вот сейчас я вижу, Кай неплохо защищается. Вот.
показывает финт справа. Не подходит. Алексею неудобно это получается. Вот, вот, между перчатками бьет. Ага, вот, не подпускает. Вот. Ага. Алексей ищет момент. Вот, вот, видите, какая защита у Кая. Вообще. Оп, 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 увернулся. Вот. Здесь тоже, да? Да. Почувствовал такой тайминг, да? Да. Защитился так, увернулся. Вообще это как... Я бы не сказал, что вообще вот этот человек, ну, Кай Адамов, да, занимается Да. национальными прыжками. Он как единоборец. Уже прочувствовал. Кай прочувствовал. Второй раунд идет как бы это под его диктовку. Алексей подустал, видимо. Руки начал опускать очень сильно. Оп. Что-то на ищет второй этаж. По низу хочет бить. Ну, здесь разыгрывается очень красивый пояс, да? Который будет, да, украшать, наверное, да? Да. Любой. Ох ты, какая двойка прошла. Да, Вот очень Алексей сейчас даже, проморгал, да? Проморгал. Даже улыбнулись они. Это, ничего себе. Очень такой интересный раунд. Да. Вот такие интересные бои всегда вот быстро проходят, да? В один миг вообще. Да, у Кая сейчас ноги уже сковываются. Ну, Николай, я спрошу, да, это у нас третий вечер профессионального бокса вообще, да, в Якутском проходит ежегодно в декабре. И в этом году, да, такой выставочный бой между чемпионами. Очень надеюсь, что это будет традицией, да? Да, мы вот планируем каждый год вот таких наших именитых спортсменов национальных видов спорта именно. От хапсагая, там, например, от мат-рестлинга. Желающих много? Сейчас, думаю, после этого боя у нас еще будет достаточно таких желающих. Вот. Ну, да. Хорошее попадание. Очень хорошая двоечка прошла. Еще попал, Да. с повторной атакой. Ну да, Кай чуть-чуть проморгнул, но ничего страшного. Итак, у нас последний заключительный раунд, финальный раунд, третий и чемпионский раунд. Ну, боксеры показали друг другу, что уважают. Вообще они, как сказать, ну, классный бокс показывают, ребята. Да. И тут, если вы заметили, да, то на трусах у Кая там написано «Акула», да? Это так, его прозвище, можно сказать, да? Да. А у Алексея Олесия. Олесия — это его дочка. Так зовут дочку и вот такой, да. Ну и профбоксеры, да, многие так тоже делают. Да, да, да. Алексей поджимает. Ну, Алексей, да, в стиле. Да. Так боксировал Балашин в свое время. Да, да. Георгий Русланович сейчас смотрит. Вот. Улыбается. Руслан Проводников, Да. Евгений Николаевич. Все смотрят, вот, наблюдают. Очень интересно было. Ребята закатывают. Красивый бокс. Ага. Ну, мне кажется, сейчас Каю надо идти вперед. Да? Да. Атаковать. Последний раунд заканчивается. Да, последний Последняя раунд, минута. Потом уже будет поздно что-то наверстывать. Чуть-чуть пропускает, но ничего. Такие есть легкие удары. Да, вот так надо атаковать его посмелее, порешительнее. Ага. Руки, ноги длинные. Ну, да, подготовка очень такая Да. хорошая, видимо, прошла в обоих. Оба дышат хорошо, вообще двигаются. Ну, какие движения показывает сейчас Да. Алексей Уваровский. Руки полностью отпустил. Да. Оу. Ух ты. Это как почти Рой Джонс, да? Да. Рой Джонс. 15 секунд концовочка. Да, Вот концовочка, сейчас пошли боксеры. Алексей. Да, и мощная концовочка. Да. Вообще Кай тоже атакует. никто не Еще хочет. 6 секунд и, да, не дожидаясь, да? Да. Окончание боя, боксеры благодарят друг друга. Очень хороший бокс мы посмотрели. Вообще. Спасибо ребятам за такой красивый бокс. Вообще, да. Все, наверное. Но мы подождем, наверное, да,
Подождем, не будем торопиться, не будем забегать вперед. Но мне кажется, да, если открыто сказать, то в этом бою интереснее был все-таки Алексей Уварский, который 3 раунда гонял, можно сказать, по углам и попадал, работал разнообразно. Но и Кай тоже был неплохим. Но получше был все-таки, да, Алексей Уварский, несмотря на все. Но судья виднее. Сейчас посмотрим. Сейчас узнаем, кто же победил. Но в любом случае ничего не будет, потому что здесь разыгрывается пояс. Очень красивый пояс, эксклюзивный. Так, все замерли в ожидании вердикта судей. Так, мы ждем. Итак, дамы и господа, в этом поединке победу единогласным решение у нас единогласное. И извоевал пояс чемпион чемпионов. Пояс чемпион чемпионов. Алексей Уварский. Алексей Уварский, да, становится победителем боя за пояс чемпиона чемпионов. Да, и боксеры благодарят друг друга. Итак, дорогие друзья, пояс изготовлен генеральным спонсором ювелирный бренд. Вот он, Алексей. И смотрим, да, какой красивый пояс. Общее фото, уважаемые спортсмены. Да, и сейчас общее фото, фото на память. Алексей Уварский победил Кая Адамова. Алексей, с победой! Да, Алексею микрофон, свободный микрофон, минута славы. Можно сказать, дебют в боксе. Может, есть предпочтение попробовать себя в профессионалах? По-якутски будет говорить. Мақтал. Добрый вечер, якутяне. Всем спасибо. Всем, кто здесь пришел поболеть. За всех. Волнуется. Мақтал товарыстар бар. Спасибо, друзья. Мақтаным это БМ команда бар. Спасибо моей Миша, команде, Коля, Михаилу Иванову, Муста. Николаю, Онотан мана Султану мана Халукаеву. бәтім болу. На этом я не заканчиваю, говорит. Болса мен бойцовской карьерам сақалағаны раболар. Это только начало моей бойцовской карьеры. А ты Наверняка мы докторга. увидим и Алексея Уварского. Может, и в ММА. Почему нет? Предложение бар болла билләне әрі. Я готов к любым предложениям, говорит Барбы нечті. Онна Алексей бұл Уварский. пояспын әйіл. Анысқы вызов севера. Көміскөм. Көңілдер бола қатына. Любой техниката. Алексей говорит, Тақсарың с бейдізге. любым я был готов защитить этот титул в следующем Бірімнақ году. болу. Я готов, говорить. На Онна любые бары. вызовы Әтәңгі звоните, болын пишите, әйләқ болу қайын. Хақым жана. говорит Алексей. Онда кәләне хаңа жылынан барғыдың. Едетіскенге И ардылебен. всех Чөл болын. с наступающим Новым годом поздравляет. Алексей, Молодец. Вот он, Руслан Проводников и Евгений Николаевич Григорьев, мэр Якутска, Ленис Спиридонов. Руслан Проводников. Главная звезда нашего турнира. Вот он, Руслан Проводников. Вчера и сегодня он провел, да, зимние пробеги. Это его пробег с чемпионом, называется акция. дамы и господа, а в нашем зале присутствует Сибирские роки. выдающийся российский Вот, спортсмен. представляю, кстати, Чемпион Проводникова. мира среди профессионалов по версии WBO Руслан Проводников. Руслан в острых козырьках. Это его стиль такой, да? Своеобразный.
Итак, И, кстати, да, Руслан Проводников будет комментировать наш с нами главный наш поединок за звание чемпиона Кубка Азия. представить вам поединок за титул чемпиона России Сильвер среди профессионалов в суперсреднем весе. Итак, дамы и господа, я с удовольствием приглашаю в ринг претендента из Челябинской области, город Миас, по прозвищу Ровстеди У нас Александр на очереди главный бой вечера. Поединок за звание чемпиона России. Силвер называется этот пояс. Есть золотой пояс и есть серебряный, да? Ну и вот за серебряный пояс сейчас будет боксировать Александр Сичко из Челябинска. И наш боец Назар Андреев. И вот он, Александр Сичко, спускается на ринг. Александр Сичко, город Миас, Челябинская область. Ну и его соперником станет якутский боксер из пригородного поселка Маган Назар Андреев. Якутия! Назар Андреев! Вот он, наш Назар. Неоднократный призер молодежных первенств России, победитель спартакиады школьников. Ну, это было достаточно давно. Но Назар молодой боксер, ему 23 года. Назар Андреев. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. У нас главный бой вечера Назар Андреев и Александр Сичко. А помогать нам комментировать сегодня будет мне
даже волнительно, да, наш почетный гость турнира Руслан Проводников. Руслан, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья и любители бокса. Я рад быть сегодня здесь и быть свидетелем этого замечательного профессионального вечера в Якутске. Да, ну как вам атмосфера бокса? Вы побывали и участвовали во многих, да, самых больших аренах мировых боксерских. И как вам Якутск, как вам триумф? Да, правильно вы сказали, я дрался на лучших телеканалах HBO, Showtime в Америке, в Нью-Йорке, в Лас-Вегасе. И вы знаете, хочу сказать, что здесь чуточку лучше. Чуточку лучше, да? Конечно, конечно, конечно. Почему мне не довелось раньше драться здесь, на этой арене? Да, вы знаете, если быть честным, правда, меня знаете, что всегда я отмечаю, когда захожу на арену, я смотрю на зрителей, сколько зрителей в зале. Я зашел, я увидел полный зал. Это говорит о том, что, значит, Якутску людям интересно. Значит, это нужно продолжать, нужно делать что-то новое, чтобы было интересно, привозить новых боксеров, привозить новых гостей. То есть, классно, полный зал. 3000. Это здорово. Да. Боксеру 24 года. Так, ну, Руслан, вы прилетели в Якутск вчера, успели, да, очень много побывать, да, Очень. И даже 2 раза пробежаться, да, по улицам Да. Якутска. Да. И меня, знаете, что удивило? То есть, даже не удивило, а еще раз подтвердило, что вот в таких местах, где тяжелые природные условия, живут по-настоящему сильные люди. Я сегодня вышел в 6 утра на улицу, а там стоит, я не знаю, человек 20-25, даже стоят девушки, Да. бежали со мной, знаете, веселые, счастливые, как никогда, знаете, это вот правда, вот в таких вот трудно, вот тяжелых вот городах и регионах, где условия тяжелые, вот живут по-настоящему сильные люди и чистые. Да. Да. Вы из поселка Березово, да? Да. Березово — это в Ханты-Мансийске. Ханты-Мансийский автономный округ, да. Да. Тоже это север. Да. Поселок Березово — это труднодоступный тоже район, туда нет дороги. Вот сейчас можно добраться только по зимнику и воздухом. Вот. Итак, ну у нас поединок начался. Назар Андреев, боксер из Якутска. Он, ну, оба боксера, да, в белых шортах, но без, да, черного лампаса у Назара. Посмотрим, как сложится бой. И, наверное, будете смотреть, наблюдать, да, и какие-то интересные моменты по рисунку, да? Ну, сейчас пока что тяжело сказать еще. Достаточно оба. В целом такие боксеры очень высокие. Ну, не очень высокие для этого веса. Да. Руки длинные. То есть друг на друга они где-то и стилистически, и по ведению боя похожи. То есть у обоих плюс-минус, я так понимаю, видите, предпочитаю такую на дальней дистанции боксировать. Да-да-да. Видите, мы видим, что Назар у нас левша, Александр правша. Ну, Челябинская школа бокса одна из, да, ведущих, я бы сказал, в России. Я хочу сказать, что да, там столько чемпионов, такая кузница чемпионов. Потому что каждый второй у них чемпион Европы, мира. Сергей Ковалев, мой друг, Да. один из звезд профессионального бокса. Ну вот я хотел спросить, да, у вас не такая яркая была любительская карьера, да? Что же, то же самое можно сказать и про Дмитрия Бивола. Да, но он был в финале России чемпионата, был в призерах, но такого, чтобы он выступал в составе сборной России на чемпионатах мира, такого не было же, да? Вот почему, как это объяснить? Любительский бокс. Ну, если сравнивать меня с Димой Биволом, то у Димы Бивола все-таки любительская карьера, она была намного ярче. Он и юниорский чемпионат, и Европу выигрывал. Ну и вообще в целом такой
Он и боксировал в составе страны, и на чемпионате страны боксирует. Я же, к сожалению или к счастью, даже ни разу не боксировал на чемпионате страны. Я даже туда выход даже не заработал. Насколько я бездарный боксер был, видите? Вот, но в чем разница? Ну, одна из таких ярких разниц профессионального и любительского бокса, что в любительском все-таки большая конкуренция. На одно место, вот представляете, какая у нас большая страна. Да, там, и вот, а весовых категорий всего лишь 12. 12. Представляете, сколько народу, вот, боксеров на одно место. Это, ну и тем более боксировать на протяжении недели, каждый день подстраиваться под нового соперника, это психологически, морально очень тяжело. Вот я когда перешел в профессионалы, вот мне вот это вот, мне было легче. То есть я настроился на один бой, подготовился, вышел, дал и потом паузу. Тем более ты знаешь, с кем ты будешь драться заранее, готовишься под него, раскладываешь его. В любительском же боксе все-таки в этом плане тяжелее. То есть тебе каждый день нужно драться с новым. Еще если он не знаком, если ты его не видел, не знал, то есть ты не знаешь, как он боксирует, что у него, какие плюсы, какие минусы. То есть вот в этом плане как бы... Ну и еще раз, конкуренция большая конкуренция. Второй раунд. Итак, у нас второй раунд. Ну, по первому раунду я бы сказал, там очень сложно, да? Очень сложно, да. Вот прям сняли с языка. Очень сложно, потому что, ну, ярких моментов ни у кого не было. Ни у Александра, ни у Назара. Пока присматриваются. Но у нас впереди еще 7 раундов. 7 раундов. У нас 8-раундовый бой сегодня. По 3 минуты каждый. Ну вот сейчас, как говорится, все будет видно после, когда пройдет половина боя. Вот тогда уже, когда оба боксера, знаете, как всегда говорят у нас в профессиональном боксе, все начинается, настоящий бокс начинается тогда, когда у обоих боксеров заканчиваются силы. Вот здесь начинается настоящий бокс. Когда Характер начинается. Да. Вот когда обои боксеры еще свежие, могут бить, видят все, это легко. Кстати, да, в углу у Назара Андреева сидит его родной брат, чемпион России по кикбоксингу, чемпион Европы Денис Андреев. Вот Назар, мне кажется, уже во втором раунде все больше и больше нащупывает вот свою дистанцию и чаще всего попадает. Очень хорошо у него этот задняя рукой вот, прямой в корпус попадает он, ну и джебом. Ну вот сколько у нас третий турнир, да, вызов Севера проходит. Ну, таких нокаутов еще не было. И, может быть, слава богу, Да? я все-таки сегодня, несмотря на тот бокс, который я показывал, такой кровожадный, я сегодня смотрю, я вот не так, вот ребят всегда, как бы я за них переживаю, за их здоровье, потому что здоровье это самое главное. Может быть, ты с возрастом к этому приходишь. Для меня все-таки я переживаю, чтобы неважно там, кто выиграет, самое главное, чтобы здоровье, чтобы все было хорошо. Пострадал, да? Да, вот это вот, я за это больше всего переживаю. Конечно, если мои бои посмотреть, казалось, что я такой кровожадный. Нет, я далеко и не такой. Поэтому я вот сегодня даже смотрю, я думаю, как они по голове. Как я раньше сам по голове пропускал, даже не представляю. Видимо, всему свое время. Вот, Назар, да, он все-таки нащупал. Нащупал, вот, видите. Видит, успевает быстрее. Встречает, вот. Да. Начинает разбирать, да. Так, Я думаю, что вот сейчас, чем дальше, тем будет все явнее преимущество Назара. Потому что, мне кажется, Александр уже что-то тяжело задышал, и он не успевает донести свои руки до цели. Да, ну и по манере, да, секунданта тоже понятно, что недоволен, да, действиями своего боксера, секундант, тренер. Ну а здесь
Назар Андреев пока дышит спокойно. Кстати, в его углу Александр Иванов. Тоже в прошлом недалеком известный боксер. Видно, что у Назара все спокойно. Все идет по плану, видимо. Все четко. Но впереди еще 6 раундов. 2 позади. Все только начинается. Все только начинается. Третий раунд. Хорошее попадание. Но этого мало. К сожалению, этого мало. Потому что Александр на 3 Назара удара отвечает одним. Вот Александр, вот это вот Александра бокс. Ему надо теснить, душить, быть рядом, а он, получается, дистанцию отдает. Отдает. Сам пятится он. Не достает. Надо быть ближе, рядом. Не давать дышать, напрягать постоянно. Вот он отдает эту дистанцию. Вы словно, да, в рифмах сказали сейчас. Вот. Вы, я веду соцсети, да, и там, ну, видео ваши публиковал, вчерашний, сегодняшний, я вас встречал в аэропорту, и ваши стихи, да, которые вы говорили, вообще, ну, растопили сердца якутян в комментариях. Откуда все это началось? Вот? Вы с детства, да? Нет. Я уже осознанно к этому пришел. Я никогда не думал, что... мы все, наверное, в молодости никогда не думаем, что стихи имеют вот такую огромную силу, что зачем они нужны, они мне не пригодятся. То есть и я в школьные годы также думал, зачем, как бы. Делал просто то, что просили в школе, это надо было. А осознанно я уже к этому пришел в 2013 году в Америке. На первый взгляд вроде случайно, бам, а как вот жизнь показывает, оказывается, не случайно. Я сегодня, вот с 2013 года, я постоянно с книгами, постоянно со стихами. То есть стихи, это, вот для меня, это то, что наполняет мою душу. Вот если спорт — это то, что наполняет мои мышцы, мое тело, то стихи — это душа, это то, что наполняет мой внутренний мир. Вот, знаете, когда я пришел к книгам и к поэзии, стало такое чувство, что я стал какой, знаете, вот полноценным. До этого было, знаете, как будто вот я был однобокий, как будто бы качал только одну сторону, либо, знаете, был однорукий. А вот сейчас как будто, знаете, гармонично развиваюсь. Поэтому вот если нас слышат сегодня и сейчас зрители, то вот хочу сказать, ребят, читайте книги, обязательно. Книги — это то, что позволяет нам путешествовать, развиваться, формировать нашу речь. А стихи еще и память. Поэтому, ребят, наполняйте, друзья, свою душу. Читайте книги, учите стихи. Так, у нас третий раунд позади. И видим, что у Александра сечка, да, на щеке. Ну, все, как я и сказал, вот чем дальше, видите, Назар начинает все находить, уже все больше попадать. И я думаю, что этот бой до финишного гонга не дойдет. Я почему-то в этом уверен. Может, я ошибаюсь. Ну, хотел бы, чтобы победа досрочная была, она всегда яркая, да, она всегда вот в проф-рекорде красиво выглядит, да. Вы сегодня виделись с нашим мэром Евгением Григорьевым. Я читал, да, вы тоже очень похожи, сторонники настоящего здорового образа жизни, ни капли алкоголя, да? Что еще? О чем еще? Да. Вы знаете, вот есть такое, знаете, говорят, есть хорошо, когда есть с кем поговорить, да? И о чем поговорить. Ну, знаете, вот пик, вот не в этом. Пик, вот эта верхушка вот этого айсберга, это когда тебе комфортно с кем-то помолчать. Приятно помолчать. И вот, знаете, правда, вот ваш, вот
даже на каких-то таких вот фибрах внутренних располагает. Видно, что хороший человек, и то, что я вот вижу, вот какие принципы у него, правильные, хорошие жизненные принципы. Дай бог здоровья ему, и чтобы у него вот, получалось делать то, что вот он задумал, развивать прежде всего спорт, потому что только через спорт мы можем правильно воспитывать своих детей, молодежь. Да. Только так, на собственном примере. И вот что вот и делает ваш мэр, молодец, мне понравилось. Поэтому дай бог ему здоровья, дай бог ему сил. И самое главное, людей вокруг вот правильных, с такими же принципами и ценностями. Собрать, да? Да, чтобы его поддерживали, на верхушках помогали. И я уверен, что все будет хорошо. Но мы видим, что Назар Андреев, Вот, да, в 4-м да. раунде уже начинает разбирать, да? Буквально по полочкам. Ну, надо отдать должное Александру. Он не теряет надежды. Несмотря на то, что он пропускает. Знаете, чем мне нравится бокс? В том, что здесь есть интрига. Ты можешь выиграть все 12 раундов, а в последнем раунде, на последних секундах можешь пропустить. Да. Поэтому никогда нельзя расслабляться. Нужно всегда быть начеку, всегда контролировать. Ох. Только ты подумал, что все, уже победа в руках, бам, может прилететь так, что очухаться можешь уже в раздевалке. Так вот смотрите, что делают сейчас. Вот, молодец. Вот, как я сказал выше, настоящий бокс начинается тогда, когда у обоих боксеров закончились силы. Да, Потому что тогда включается уже характер. Ну, 8-раундовый бой, они силы как рассчитывают обычно на такие, на такую дистанцию? Ну, мне вот интересно, проходили ли кто-то из них уже вот эти 8-раундовые дистанции? Если нет, то, конечно, опыта у них, скажем так, нет. И порой бывает такое, что, да что там, если там они боксировали только, там, 6 раундов, это, наверное, как 6 раундов, только на 2 раунда больше. Я сейчас там газану, а бывает такое, что газанет, а вот эти вот 2 раунда последние, ага, не рассчитал. Да. И батарейка села. Поэтому здесь очень важно... Бензин кончился. Да, рассчитывать. Вот сейчас хороший раунд. Молодцы. Молодцы. Я хочу сказать, что Назар, смотрю, это Александр. Вот если сейчас Александр продолжит в том же духе, все-таки не будет терять надежды, соберется, я думаю, что может переломить. Тянешься за руками, бей ногами. Так, здоровье есть? Все, работаем. Отлично. Работаем, Саня. Смотрим за интересными моментами этого раунда. Сейчас 5-й, да? Да, 5-й раунд. Не давай ему легкой жизни, перетягивай переднюю ногу в атаке. Да, видим, что и Сичко тоже попадал, да? Да. Назар уже начинает вставать. Ох ты. Ну вот еще раз говорю, вот сейчас начинается самое интересное. 5-й раунд. Так, у нас 5-й раунд. Да, и канатом Сичко идет вперед. Ну, Александру надо рисковать. Если он хочет выиграть, надо рисковать. О, молодец, все. Ну, а Назару, да, приходится не просто, да, защищаться. Да. Вот сейчас посмотрим, у кого характера больше. Ох ты. Подойди, видишь, стоит, дистанцию, работает. Руслан, я знаю, что вы летом этого года провели бой же, да? Да, такой выставочный бой со своим прошлым соперником, Да. Хосе Луисом Кастильо, с мексиканской звездой, с которой мы буквально 10 лет назад Да. дрались в Москве также.
Вот, с огромным уважением, конечно, к нему отношусь. И вот 7 июня, да, мы с ним встретились, как в 6-раундовом бою. Ну и как вам? Сделали большой... Руки помнят, да? Ну, я себя все равно держу в форме. Ну, понятно, что не так часто в зал прихожу и перчатки одеваю, но бегаю постоянно. Да. Форму поддерживаю, функционально как бы. Вот. Ну, к этому бою провел спарринг-сессию и в Березово со своим тренером и с ребятами молодыми спарринговал, чтобы почувствовать эту дистанцию. Вот. И закончил уже в Екатеринбурге со своим менеджером. Вот. В его зале с ребятами немножко лапы поколотили, мешки. Вот. Поэтому, ну, те, кто смотрели, надеюсь, не разочаровались. Да. Понятно, что ну, все те бои, которые большие и... Ну а мы здесь видим, что да. Вот. Немного прерву вас, да? Извините. Но ситуация меняется, да? Сейчас уже Сичков выглядит более так интереснее. Он идет вперед, попадает. Ну, он уже видно, что он рискует, он понимает, что он проигрывает. Видимо, в углу ему сказали. Ох ты. Да, сейчас хорошо увидел. Назад. Левый, да. Еще попал. Ну, я уже сказал, что, скорее всего, все-таки этот бой до финального гонга не пройдет. И, возможно, это будет первый нокаут, либо первая досрочная победа на вашем турнире из 3. Да. Так, у нас на очереди 6-й раунд. Осталось 3 раунда. Давай, Тань, ты зачем сюда приехал, забыл? А? Так, ты меня слышишь или нет? Все, давай, работай. Тань, когда начинаешь, ребята, понимать, это нехорошо. Вот сегодня будет в главном бою Михаил Варламов против тайца. Там титул ВБА Азия. Я видел ваше достижение. Тоже такой, по-моему, был, да? ВБА Азия. Это или У меня немного другой? ВБЦ Азия был. ВБЦ да. Азия. Да, ВБЦ Азия был. Ну, они такие региональные пояса, которые дают возможность встать в рейтинге, зайти уже в этих вот версиях, по этим организациям. У нас 6-й раунд. Александр Сичко идет вперед. Назар, да, пока прижимается к канатам, но не забывает отвечать. Ох ты. Заднюю руку, вытащи его, заднюю руку, дерни. О, Дальше сейчас пропустил Назар. Заднюю вытащи. у Назара выше, длиннее. Руки, вернее, длиннее. Мне кажется, больше он. Ух ты. Что Нет, а там вроде поскользнулся или что? Нет, что-то. А, да. С рингом что-то случилось там. Что-то вылезло там. Да. Да, такой бокс на средней дистанции проходит, да? Средняя, ближняя дистанция, да. Ох, Да. опасно. Еще раз говорю, в боксе нельзя расслабляться, нельзя моргать. Это можно пропустить. Такая бокс на встречных курсах, да? Ох. Ты прогадаешь, да, сейчас за кого? Да, и ровно минута остается до конца раунда этого бескомпромиссного боя. Мощная атака Александра Сичко, но Назар вернулся, да? Давайте Есенина. Давайте. Вы любите родину?
Конечно, любим. Все мы любим. Все мы любим Родину. Я надеюсь, что это не просто слова. Гой ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа. Не видать конца и края, только синь сосет глаза. Как захожий богомолец, я смотрю твои поля, а у низеньких околиц звонно чахнут тополя. Пахнет яблоками и медом, по церквам твой кроткий спас, и гудит за карагодом на лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке на приволь зеленых лет, мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. И если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, и я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Любите Родину, дорогие друзья. Это был Руслан Проводников. Спасибо. Ну У нас что, в какую пользу эта пауза да, повлияла? Для кого? Сейчас посмотрим. Ох ты. Сичко атакует. Назар встречает эти выпады. Последние 10 секунд 6-го раунда. И конец раунда. Такого затяжного раунда, я бы сказал, 6-й раунд. У нас осталось всего 2 отрезка по 3 минуты. Ну что, как говорится, чемпионские раунды. Да. Чемпионского раунда это, наверное, и к вам относится, да, потому что вы большинство своих поединков, наверное, в последних раундах выигрывали, да? Такие камбэки, волевые победы. Ну, не всегда, наверное. Но, еще раз говорю, надо всегда вести бой до последней секунды, не терять надежды. Потому что все может быть просто в одну секунду измениться. Поэтому всегда, даже если ты проигрываешь бой, все равно вести его до конца, до последней секунды. Ну, наверное, ваш такой, да, самый запомнившийся бой любителям, поклонникам бокса, это бой против Тимоти Брэдли, наверное, да? Бой, который, да, многим показалось, что вы выиграли, но в итоге дали победу Брэдли. Вы знаете, вот есть певцы одной песни, а я боксер одного боя. Боя с Тимоти Брэдли. Но зато какой бой, да? Вот, Бой да. года, по-моему, да, был Это признан, да, журналом «Ринг». Да. Впервые за всю историю профессионального бокса бой с русским участием впервые даже просто Да. был номинирован на эту номинацию. Ну и вот я первый боксер, кто получил эту премию из боксеров постсоветского пространства. Ну, несмотря на то, что я в этом бою проиграл, я, скажем так, взлетел во все чарты. Во все чарты, да. И этот бой, ну, скажем так, раскрыл меня. Именно с этого боя, да, пошло прозвище «Сибирский Рокки». А, До этого все-таки был... Вот я впервые вышел вот до этого, то есть я с 2006 года. Ох, смотрите, как он. Назар хорошо прямо ловит. Ох, прям хорошо. В отвод перчатки прям. Низко Саша держит руку правую, куда левая рука Назара, боковой прям короткий залетает. Очень опасно. Знаете, есть боксеры, которые дерутся головой, а есть боксеры, которые дерутся сердцем. Головой это умный. Умом, да. Вот в данном случае мы сейчас видим боксеров, которые дерутся сердцем. И вот я себя тоже отношу вот к таким боксерам, которые вот я умом, скажем так, не блистал в ринге, ну, стратегией, там, да, там, хитростью. Да. Я кость в кость, я дрался сердцем. И вот сейчас мы видим, как раз вот боксинг переходит вот в такую вот плоскость, вот, или просто вот характер. Это вот это вот уже сердце. Вот это вот сердце. Вот, видите. Саша много... Тяжелые удары. Да, Саша много пропускал, но посмотрите, не теряет надежду.
Все может измениться. Если честно, хочется сейчас крикнуть мне: Санька, давай, терпи. Нравятся мне такие вот боксеры, нравятся мне вот такие бои, когда на характере уже. Концовочка раунда, 15 секунд. 7-й раунд это. Ну и любо-дорого будет смотреть, наверное, да, за последним раундом. Так, ну что у нас, последний раунд, да? Молодцы, молодцы. Нравится мне этот бой. Напоминаем, это победитель данного боя получает чемпионский пояс, звание чемпиона России, Силвер. Ну, это маленькая ступенечка, Да. для этих боксеров, кто выиграет этот бой и получит этот пояс. Маленькая ступенечка. Тот большой бокс, куда, потому что каждый мечтает о своем бое за звание чемпиона мира. Когда я перешел к профессионалу, знаете, я даже не мечтал стать чемпионом мира. Я мечтал просто хотя бы получить вот этот шанс. Шанс драться за звание чемпиона мира. Чтобы знать, что он у меня был. Он у меня был. Так, у нас последний, заключительный, финальный 8-й раунд. Чемпионский, как отметил Руслан Проводников. Так, ничего не было. Подскользнулся. Александр просто отдает свою голову, постоянно идет вперед без ударов, что подставляет свою голову. И Назар просто отрабатывает. Но надо отдать ему должное все-таки за его характер. Но так боксировать нельзя. Хотя я бы говорил бы, да? Сам-то сколько пропускал. Да, сейчас неплохо закрутил Назар. Минута 23 секунды остается до конца этого боя. Бескомпромиссного боя. Ну, Саша просто уже не бьет и без ударов бьет, отдает голову. Ох. Да. Мне сейчас хочется сказать: Санька, руки подними. Зачем? Последняя минута. И концовочка. Да. Самая концовочка 30 секунд. боя. Да, и 10 секунд. Все. Да, и бой завершается. Молодцы, Назар хороший бой. Андреев и Александр Сичко. Достоин. Да.
судьи выносят свой вердикт, а тем временем... Ну а мы благодарим Руслана за то, что украсил наш сегодняшний прямой эфир. Руслан, спасибо вам большое. Надеемся, это ваш не последний приезд в Якутск. Вы нам очень понравились, всем буквально. Да, моя жена вчера вот смотрела ваши стихи, где вы читаете, и буквально, да, говорит. Все, дорогие друзья, рад, что вы меня послушали. Берегите себя и будьте счастливы. Всегда ваш друг и хулиган Руслан До Проводник. встречи. Георгий Русланович Балакшин. Так, мы сейчас узнаем имя победителя этого противостояния. Так, небольшая пауза. Но бой получился очень таким интересным. Рисунок боя менялся по ходу раундами, да. Но, да, мне кажется, все-таки Назар был получше, намного свежее, интереснее, разнообразнее. Попадал больше, лучше, точнее, да. И, да, в ринг сейчас вошел ринг-анонсер Николай Лукинский, который объявит и оденет, да, пояс чемпиона России. Серебряный пояс. Очень надеемся и верим, что это будет Назар Андреев. Итак, дамы и господа, после 8 раундов титульного боя обратимся к судейским запискам. Да, судейские записки. 72 дважды и 79-73. Таким образом, победу Единогласное решение судей одержал и стал обладателем титула чемпиона России Сильвер в суперсреднем весе Назар! Да, Назар Андреев становится чемпионом России по профессионалам. Мы поздравляем, да, Назара, безусловно. Мы поздравляем чемпиона и говорим спасибо его сопернику Александру Сичко. Мяс. И общее фото, дорогие друзья. И ваш чемпион. Так, да, поздравляем Назара. Ну, а мы с удовольствием представляем вашему вниманию нашего очередного звездного и почетного нашего собеседника, сокомментатора. В главном бою, да, сегодняшнего вызова вечера комментировать со мной будет наш заслуженный мастер спорта, пятикратный чемпион России, двукратный чемпион Европы, финалист чемпионата мира Василий Михайлович Егоров. Василий, добрый вечер. Как проходит наш турнир? Добрый вечер. Ну, проходит на хорошем уровне. Ребята показывают такие достойные и красивые бои. И сейчас мы ждем Михаила Варламова. Да. Ну, а по Назару, да, понравился и бой. Очень хороший бой. И соперник тоже был очень таким, да, серьезным. Показали красивый поединок, мне кажется. Да, да, красивый поединок. И соперник такой, да, непростой. Да, сейчас, да, Назар Андреев, он же еще молодой. Поэтому у него есть хорошие перспективы. 23 года всего ему. Это только начало, он сам так говорит. Да. Назар Андреев, красавчик же, да? Маганский парень. Начинал, он сейчас и живет в Магане, да? Каждый день он ездил из Магана в Якутск на пригородном автобусе и уезжал, да? Это тоже такое. Но он сейчас в Москве живет, там и тренируется. Да, да. Сейчас главный бой. Главный бой. Приглашаю в ринг сибирского Рокки Руслана Проводникова. Махтал, Якутск! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуй, Якутск! Я вас приветствую! Приветствую в этом замечательном, прекрасном
профессиональном вечере бокса. И хотел бы сказать огромное спасибо за приглашение. Ваш прекрасный и гостеприимный Якутск. Ребят, меня попросили друзья прочесть что-нибудь из любимого стихотворения. Ребят, прочту вам одно из последних стихотворений. Вы знаете, вот вся жизнь у нас состоит из наших поступков и решений. Вся. Мы платим жизни за то, что и плачем из-за того, что хохочем. Вот послушайте стихотворение, очень хорошее. Я уверен, что оно откликнется у каждого. Все проходит в этом мире, снег сменяется дождем. Все проходит. Мы пришли и мы уйдем. Все проходит и уходит в никуда из ничего. Все проходит, но бесследно не проходит ничего. И участвуя в сюжете, я смотрю со стороны, как текут мои мгновения, мои годы, мои сны, как сплетается с другими эта тоненькая нить, где уже мне, к сожалению, ничего не изменить. Потому что в этой драме, будь ты шут или король, дважды роли не играют, только раз играют роль. И над собственную ролью плачу я и хохочу, по возможности достойно доиграть свою хочу. Ведь не мелкою монетой, жизнью собственной плачу. И за то, что горько плачу, и за то, что хохочу. Друзья, ну что, любите друг друга и будьте счастливы. Всегда ваш друг и хулиган Руслан Проводников. Итак, дорогие друзья, впереди нас ждет 10-раундовый бой Да, за это был титул Руслан чемпиона Проводников. WBA Талантливый, Азия в многогранный, полулегком весе. полюбившийся многим Дорогие якутянам. друзья, и я с удовольствием приглашаю в ринг претендента на чемпионский у нас последний пояс. поединок на вызове Севера. Вечер профессионального бокса потихоньку подходит к концу. И сейчас, мы ждем соперника нашего Михаила Варламова. Главный бой Физит Паочантуэк из королевства Таиланд. Чемпион Таиланда. Призер чемпионата Азии в олимпийском боксе. Участник чемпионата мира по боксу среди любителей. Занял он там 4-е место, что говорит о многом. Боксер из Таиланда Физит Паочантуэк. Улыбок, да, как еще называют королевство Таиланд. Таиланд — это родина тайского бокса, одного из самых, таких жестких и дисциплин единоборств тайского бокса. Наверное, и Физит Паочантуэк. Ну а теперь выход Михаила Варламова. Полярный волк. Кстати, прозвище таиландского боксера Яростный тигр. И он в своем обращении говорил, что приехал в Якутск за шкурой полярного волка Михаила Варламова. Считайте. Посмотрим. Может, и шкура яростного тигра останется в Якутске.
Варламов, 32 года, ему не молодой, мастер спорта России по боксу, многократный участник чемпионатов России, 7-кратный чемпион Дальнего Востока, многократный чемпион республики. У Михаила Варламова 6 боев в профкарьере, и все 6 поединков закончились победой нашего боксера. Вот он, Назар, вот он, Михаил Варламов, выходит в ринг. Это у него пояс чемпиона России, да? В прошлом году на турнире «Вызов Севера» он завоевал вот этот пояс. Михаил Варламов. Ну, Василий, как вам турнир «Вызов Севера»? Вы в прошлом году сами были участниками, а сегодня в роли организатора главного, можно сказать. В организации задействовано очень много людей. Правильнее будет один из организаторов «Вызов Севера». Да? Действительно, в том году, в 2024 году боксировал и здесь на родной земле, в Якутске, в Якутии завершил свою спортивную карьеру. Сейчас, честно сказать, быть один из организаторов это намного сложнее, чем готовиться на бой. Видим, что разница в возрасте ощутимая, 12 лет. Михаил Варламов старше своего соперника, но в остальном все одинаковое, да? Да. Размах рук, рост, вес, все одинаковое, кроме возраста. Да. Молодость или опыт, да? Ну, 10-раундовый поединок. Бой действительно для Миши будет очень непростой, потому что этот тайландец и физик очень сильный. Да. И примерно здесь 60 на 40, наверное. В пользу Михаила, да? Да. Это международный поединок. Михаил Варламов и физик Паучан Туек. National Anthem of Thailand. Так, и по гимн Королевства Таиланд. Традиция, да? Звучит гимн Российской Федерации. National Anthem of Russian Federation. Теперь гимн Российской Федерации. Ну что ж, Дорогие друзья, я представлю... вот и наступил момент, который мы все так долго ждали. Да, если вы заметили, да, у Михаила, у него 2 пояса, да, чемпионских. Это один чемпион России, да, Голден, и второй Кубок Содружества, да? Да. Стран Содружества, чемпион. Руслан Калиников.
Представляет, Михаил сейчас является один из, наверное, самый титулованный профессиональный боксер, который на данный момент боксирует. Действующим спортсменом является. Ну, у нас формула боя 10 раундов, да? Как думаете, продлится ли 10 раундов? Ну, скорее всего, да. Будет техничный бокс. И Тайс приехал с двумя тренерами. Это говорит о том, что Приехал за победой, да? За поясом. он приехал за победой. У меня очень хороший настрой. Поэтому пристегните ремни безопасности. Сейчас начнется заруба. This is professional boxing. And fasten your seatbelts. It's going to be a great fight. Но для начала я представлю вам претендента в синем углу. Introducing the first contender out of the blue corner. Спортсмену 20 лет, рост 175 сантиметров, вес 56,5 килограммов. He's 20 years old, stand 175 centimeters tall, official weight 56,5 kilos. Он провел на ринге 6 боев, в 5 одержал победы, 3 из них нокаутом при одной ничьей. As a professional, 6 bouts, including 5 wins with 3 wins. By KO with 1 draw. Он является чемпионом Азии боксерской федерации. He's Asia Boxing Federation champion из Таиланда. From Thailand, visit Bachante! И претендент напротив в красном углу ринга. And his opponent contender under the red corner. Спортсмену 32 года, рост 172 сантиметра, вес 56 килограммов 800 граммов. He's 32 years old, stand 172 centimeters tall, official weight 56,8 kilos. Среди профессионалов он провел 6 боев и в 6 одержал победы. Undefeated boxer. Чемпион России среди Было бы круто, профессионалов. через несколько лет наш якутский боксер стоял и также его представляли, который боксирует за титул чемпиона. Да. Ну, наверное, наша главная конечная цель, да, чем мы занимаемся, чем вы занимаетесь, Василий, это, да, звание чемпиона мира, чтобы и у Якутии были свои боксеры. Материал хороший по-любому есть, потому что история бокса, она более 60 лет. Так, ну посмотрим. Мы были на медиа-тренировке у обоих боксеров, и мне кажется, да, таиландский боксер как-то сдерживал себя, да, не хотел показать свои лучшие качества, может, да, на тренировке. Быть может, да. Так у нас, да. Ну, тут самое важное, да, о том, что у обоих боксеров, да, в графе поражения 0. Не побежденные боксеры. У 5-0, а у Да. Михаила 6-0. Да. Это очень важно. Первый раунд. Так, у нас бой начался. Главный бой вечера бокса. Вызов с севера. Ух ты! Попал сейчас, да? Такой. Таиландец. Ну, Михаил ярко выраженный левша, да? Да. В правосторонней стройке работает. Физит такой. В начале первого раунда. Первый раунд. Бьет размашисто, да? Да, идет разведка, как правило, первый раунд, второй, третий, и с четвертого раунда уже начинают они уже все прибавлять и прибавлять. Здесь нужно прощупать первый раунд. И потом уже
добавлять. Вот, Миша, вот попал, То есть, попал. Да, сейчас да, они схлестнулись, да, головами. И небольшая сечка может сейчас случиться. Не хотелось, конечно, этого. Я много раз получал сечь. Во втором раунде даже бывало, в первом раунде. И не просто боксировать, когда у тебя сечка большая. Когда идет кровь, Да. целых 3 раунда. Да, поймал сейчас Михаил левым прямым. Ну и да, отвечает своими ударами тоже тайский боксер. Ну и Миша прошел полноценный лагерь. У него было 2 этапа. Первый этап это 3 недели, потом дней 5 отдохнул, и последняя неделя уже это 2 недели. Это уже боевые спарринги. Стоял в каждый день в парах, и я думаю, что он хорошо готов. И может полноценно боксировать 10 раундов. Да, он Ну, Михаил начинает попадать, чувствовать соперника, мне кажется. Концовочка раунда. 20 секунд. висит. Бросается на Мишу. Да. Здесь нужно воспользоваться этим моментом. Последние секунды. Да, очень Первый раунд. точным ударом завершил, да? Я думаю, первый раунд это наш был намного лучше. Михаил был лучше. И сейчас, да, мы посмотрим яркие моменты этого раунда. Да, было столкновение лбами. Очень опасно и неприятно. У нас всего 10 раундов за пояс ВБА Азия WBA. Александр, я вам скажу, что это с комментаторского кресла совсем другой бокс. Намного интереснее. Чем в нем участвовать, да? Или как? Профессиональный бокс это, я бы сказал, что совсем другой вид спорта. В любителях ты готовишься 3 недели, 2 недели, и у тебя боевые спарринги, отработки, вольные бои. Допустим, у тебя 10 раундов в парах стоишь, и там 3 раунда у тебя вольного боя. И 7 раундов там, отработки. А по профессиональному боксу совсем по-другому. У тебя 10 раундов, у тебя задача 10 раундов боксировать вольно. Перчатки другие, да? Да, и перчатки другие. Они намного ощутимее, чем в любительском боксе. Намного. И по профессиональному боксу, я думаю, что надо переходить пораньше, когда тебе 20, 22, в таком возрасте, ну, может, 25. И перестраиваться с олимпийского бокса, скажем, олимпийского бокса, любительский он еще, мне кажется, не совпадает. И Олимпийский звучит красиво, да? олимпийский звучит, ну, так и есть, по факту так и есть. И перестраиваться очень непросто. Ну, по своему опыту. Я перешел по профессиональному. Ну, как сейчас же по правилам можно и по олимпийскому боксу. Там и там выступать, да? Там боксировать, да. Я не мог себя перестроить именно на профессиональный бокс.
Ну, профессиональный бокс, он очень интересен, очень. Как у тебя там медиатренировка, медиавзвешивание. И ты готовишься на одно, ну, готовишься на один бой. На один на конкретный одного бой, да? Да, на одного соперника. А в Олимпийском, да, 5 соперников у тебя. И у тебя совсем другая подготовка. Ну, да, сегодня все поединки с участием якутских боксеров, они увенчались успехом, да? Да, да, Хотелось бы, чтобы и в последнем главном бою да. это продолжилось. Парни молодцы, показали хороший бокс сегодня. Кто больше понравился? Назар Андреев. Да, у Назар него был Андреев хорошо очень такой боксировал. тяжелый бой, да? Что ж, второй раунд. Второй раунд позади. Впереди еще 8 раундов. Дистанция у нас большая, скажем, марафонская, да, в боксе 10 раундов. Супермарафон, наверное, 12 раундов, да? 12. Раньше по 15 раундов. 15 в эстраде, 15 раундов. И еще там перчатки были скотских волос. Очень были жесткие. Наверное, здоровья много оставляли на ринге, да? Да. Как думаете? Третий раунд. Ну, пока еще ничего не ясно, но есть небольшое преимущество, конечно же, Михаила Варламова, который активнее, бьет чаще, больше. Сейчас снова попал, еще попал. А вам бои понравились? Да, я бессменный участник, да, не участник, а да, очевидец 3 наших турниров «Вызов Севера». Каждый хорош по-своему. И первый был очень-то таким экзотичным, потому что там были африканцы. Да, африканцы. В прошлом году тоже очень интересный карт был. Ну и в этом, да, в этом году. И радует то, что наши боксеры якутские, да, которые участвуют, они тоже растут в мастерстве. Это видно, заметно. Попал хорошо. Да. Хорошее попадание Михаила. Два раза попал. Пошатнулся. Таец. Но это, скорее всего, от... Ну, Таец уверен в себе, да? Да. Ну, немного школа бокса отличается, да, от российской у тайского боксера. Это хорошо сейчас поймал на левом боковом. Еще раз попал Михаил. Ну и начинает, да, потихоньку разбирать. Третий раунд.
завершен. Пока, да, преимущество у Михаила Варламова. Что ж, пока 3-0, да? Да. Ведем. Ну, Мише руки нельзя опускать. А, Защита, Руслан Проводников, который сейчас тоже комментировал бой предыдущий, он много раз отметил, что надо до последней секунды быть начеку, потому что это бокс такой вид спорта, где выиграл 10 раундов и в конце пропустить решающий, да? Здесь расслабляться ни в коем случае нельзя. 4-й раунд. Раунд 4. Ух ты. Физит сейчас. Поймал Варламова. Ну, Миша и по любителям, да, неплохо боксировал, является 7-кратным чемпионом Дальнего Востока или 8-кратным. Да, Миша действительно хорошо боксировал. И 4 или 5 раза он доходил до четвертьфинала чемпионата России. с Мишей мы уже ровесники. Да. Вместе всегда ездили на сборы, на соревнования, даже бывало им боксировали вместе. И Миша очень талантливый. И в свои 32 года он находится в хорошей форме. Это говорит о том, что у него есть, что он очень дисциплинирован. Да, воспитанный, да? Воспитанный, да. Культурный. Культурный. Может, многие не знают, да, но Михаил Варламов уроженец Сунтарского Луса. Сунтарского Луса, поселок Эльгей. И сейчас, да, он занимается и работает в боксерском клубе «Панчер». Да. Под руководством Филиппа Седыха. Да. Они молодцы, у них налаженная работа идет. Я смотрю на них, и проводят огромную работу. Да. Они же ездили, в этом году уже ездили на Чукотку ездили. Да. Ездили в Таиланд. И это же все равно, это же затратно. Конечно. Там достаточно большие деньги. И Филипп Седых и для развития профессионального бокса вкладывает и свои силы, и свои средства, да, в том числе. Ну, пока не очень серийно работают, да, такие одиночные выпады, акцентированные. Концовочка очередного раунда. Четвертый раунд завершен. Важно, чтобы нам не запутаться, да, в раундах. И на очереди пятый раунд. Ну, я один раз в жизни боксировал 8 раундов. Боксировал с боксером из Африки. Когда боксируешь 5, 6, 7 раунд, ты немного, иногда путаешься. Спрашивают, какой сейчас раунд идет. Это у многих профессиональных боксеров случается так. Поэтому ты же все равно акцентирован вообще на весь процесс боя и не читаешь раунд. А если ты читаешь раунд, наоборот, может быть хуже. Ты должен получать удовольствие, должен кайфовать на ринге. Очень хотел бы, чтобы, да, Михаил завершил вот этот бой досрочно, да? Ну, либо нокаутом, нокдауном, либо конечно.
чтобы... Чтобы хотелось. Да. Да. Пока одиночные удары. Максимум 2. Но без серии. Вот хорошая серия была вот Варламова. Такая заготовка, да? Миша скандирует. Трибуна триумфа. Но в такой в откровенный размен тоже идти не стоит, да? Рисковать. Да. Ты видишь Ну, Миша, по очкам. я думаю, Миша просто хочет показать красивый бокс. Что, собственно, и правильно делает. Сегодня проснулся с одной мыслью. Ага. Хоть бы наши ребята выиграли. Да. Первая мысль, которая пришла в голову, хоть бы наши ребята все выиграли. Хорошее попадание сейчас вот у Михаила. Передний, да? Да. Передней правой рукой. И еще, да. Теперь уже атака с левой. Полярный волк против яростного тигра. Выход у него красивый, да, был? Да. Ну, вот попал. Все. Да, и все улыбается и улыбается. Ну, тайцы очень хорошо держат удар, да, если смотреть, то вот тайский бокс, да, они очень много пропускают, да, но держат удары. Да, с характером. Да. Держит удар. Концовка 5-го раунда. Ну и Руслан Проводников говорил, что в 8-раундовых поединках основная интрига начинается с 5-го раунда. А в 10 раундов, наверное, 6-го раунда, да? Такой. 6-го раунда. У кого остались силы. Ну, сегодня дворец спорта «Триумф» забит любителями бокса. И нам приятно видеть, что, да, бокс в Якутии любят, поддерживают наших боксеров. Да. Это главное. Да. В Якутии действительно бокс очень любит. И профессиональный бокс же он начинает развиваться вот последние годы. Евгений Николаевич Григорьев, руководитель Федерации бокса города Якутска. И делает делает огромную работу в развитии профессионального бокса. И как он сам говорил, что его мечта, чтобы из Якутии был свой чемпион мира. Да. Ну, мы... И это он говорит искренне. Мы к этому верно идем, да? Не медленно, ну, нормальными шажками.
Ну, и здесь Кажется, нужна идем. систематическая работа нужна, чтобы проводились профессиональные бои. Да. Можно и в районах провести, почему нет, да? И будет полный большой ажиотаж. И дети придут на бокс и видят своих земляков и захотят. Почему не захотят? Да. Боксировать. Ух ты! профессионально будут. Нет, это... Да. Он притворяется, да? Да. Ну, таец притворяется. Ватные ноги. Ну, зажал сейчас в угол соперника. Но, мне кажется, таец хитер. Хитер. Шестой раунд. Миша скандирует трибуны. Ух ты! Делай его, собирай. Открой, Гриша. Нам подсказали, что да, здесь присутствует отец Михаила Варламова. Итак, шестой раунд у нас завершен. И сейчас на очереди седьмой раунд. Преимущество пока у Михаила. Хорошо сейчас попал, да, видим на повторе. Так, седьмой раунд. Седьмой раунд. Раунд 7. К седьмому раунду, наверное, уже Да, надо уже прибавлять. прибавлять, если остались силы, да? Ну, Миша хорошо готов. Я уверен, что у него силы 100% хватит до 10-го раунда. Здесь уже открывается второе дыхание. Ну и важно поймать кураж, наверное, да? Ноги у тайца мощные, да? Икроножные мышцы. Да. Хороший заход в печень. Попытка от Михаила Варламова. Если сейчас Миша выигрывает, получает титул УБА Азии, многие двери открываются. Да. Для больших боев, да? Да, для больших боев. Ну, сейчас Ну, как раз вы Да. находитесь в том возрасте, где нужно уже проводить большие бои. Да. Ну, это большие бои и серьезные соперники, да? Серьезный соперник, Да. да. Я бы хотел увидеть его в Ночь чемпионов. Ночь Иба, который является таким престижным
в последнее время. Да. В последнее время и много там действительно хороших, сильных боксеров. И ибо возглавляет Умар Назарович Кремлев. Да. Президент Международной Федерации бокса, который очень-очень-очень, да, в последние годы вообще бокс поднялся на такой уровень, мне кажется, да, внутри страны это. И сейчас как раз проходит чемпионат мира, да, в Дубае. С таким огромными гонорарами, да? Да. 300 тысяч долларов за победу. За победу 300. За первое место. Это огромные деньги, 300 тысяч долларов. Можно квартиру купить, машину купить, Да. дачу, все, да? И это всем чемпионам. И в России, да, в чемпионатах России сейчас призовые. Ох ты, попал сейчас Михаил, заставил, да? Но, к сожалению, тут раунд завершен. Но концовочка такая бодрая, интересная получилась. Раунд хороший. Да. И предполагает, что раунд тоже наш. Безусловно, мы с этими согласны. Сейчас будет 8-й раунд. 8-й раунд. Осталось 3. Осталось 3. 3 чемпионских раунда. Да. Да, смотрим концовку боя на повторе. Сейчас Михаил неплохо попал. Вот здесь, да. Ну, такой немного корявенький, да, таец. Ну, это тоже дает какую-то опасность, да. Корявая техника, удары могут прийти из ниоткуда, да. Да. У нас это 8-й раунд. Да. Но главный бой за пояс чемпиона ВБА Азия. 10 раундов. Я же боксировал за этот титул во втором профессиональном бою. Боксировал. Это где? В Самаре где-то проходил, по-моему, да? Нет, в Уфе. В Уфе проходил. В Уфе да. боксировал. И, к сожалению, этот бой я проиграл. Но у меня есть мечта, чтобы мой земляк из Якутии выиграл титул ВБА Азии. Ну, остается буквально 2 раунда, 3 раунда, да? И может уже исполнится моя мечта. Да. Ну, это хороший, очень престижный титул на самом деле. И оценится в других регионах, в других странах. Вот, да, еще минута остается до конца раунда. Время еще есть, можно атаковать. Смело. Ну, слишком идти с открытым забралом тоже не стоит, потому что еще впереди 2 раунда. Надо сохранить силы. Не успел сейчас таец. Хорошее попадание в корпус от Варламова. Концовочка, 10 секунд.
Да, и у Михаила характерная черта, да, забирать концовки раундов. Это всегда важно перед судьями. Последние секунды, моменты остаются всегда в памяти. Так, у нас 2 раунда осталось видеть. Всего 2 раунда. Третий вечер профессионального бокса «Вызов Севера» подходит к финишу. И Михаил Варламов, видим, что дышит он неплохо. Спокоен, да? В углу, в красном углу Михаила Варламова. Все спокойно, размеренно, без суеты. А здесь, да, здесь. Ну, больших советов секундант не дает. Возможно, раньше были уже сказаны слова. 9-й раунд. Раунд 9. Предпоследний раунд. Михаил начинает загонять в угол соперника. Ух ты, хорошо попал. Михаил, да, поймал на левом встречном. Ну, устоял, да, устоял. Хорошая атака от Варламова. Начал с левой руки, с дальней и закончил передней. Минута 20. Михаил Варламов не меняет свой рисунок боя. Постоянно идет вперед. Ух. Ну и развивая, да, профессиональный бокс, нельзя забывать и о любительском, олимпийском боксе, да? Да, естественно. Ну Потому и что, сейчас же да. можно и по любителям, Да. и по профессионалам боксировать одновременно. Сейчас проходит Кубок нефтяных стран, да, в Югорске. Наши боксеры выступают. Павел Васильев в финале. Сегодня, по-моему, бьется, да, или завтра, может? Да. 2 бронзовых призера у нас. Так, последний раунд у нас остался. Последний раунд. Ну, пока без вопросов Михаил Варламов лучше по всем параметрам. 10-й раунд. Да, 10-й раунд. Я здесь уверен, что тренера сейчас скажут, 10-й раунд рисковать не стоит. Да. Ну, это и правильно, это и логично. Конечно. Сейчас тайцу надо идти вперед. Мише. Ловить его, да, на ошибках, контратаках, встречных ударах.
Ну и последний, заключительный, финальный, чемпионский раунд третьего вечера профбокса «Вызов Севера» в Якутске. Ну, видим, что по движениям силенки у обоих остались. Да. Ух ты, Опа. попал сейчас таец. Миша Но идет. Молодец. сдачу отдает, да, все равно сразу Михаил. Ну, Миша чемпионский характер. Другой бы пошел бы Да. назад и начал бы работать вторым номером. Последний раунд. Остается всего 2 минуты. Варламов, кричат. Скандируют трибуны. Хорошее попадание от Михаила. Левой, прямой. Передний попадает сейчас. И последняя минута. Последний раунд, да. Да, последнего раунда. Последняя минута. Последнего нашего боя. Михаил Варламов без 50 секунд. Обладатель пояса ВБА Азия. WBA. Да? Так правильнее будет. Последние полминуты. Ну и завершать надо красиво, мне кажется, Михаилу. Вот хорошая атака. Прижал в угол. 20 секунд. 20. Последние 10 секунд и концовочка боя. Сейчас пойдет в откровенную-то. Да, и бой завершен. Ну что ж, Да. можно Мне кажется, поставить, мне кажется, да, можно поставить уже Михаила с этой победой и с завоеванием пояса чемпиона ВБА Азия. Я уверен, что так и будет. Официального судейского. Но надо все-таки, да, дождаться официального, да, судейского вердикта. На ринг приглашается глава городского округа, город Якутск, президент Федерации. Ну а вручать пояс Евгений Николаевич ВБА Азия будет, да, глава города Якутска мира среди профессионалов Евгений Николаевич Григорьев. Руслан Михайлович Проводников. Да. И сейчас буквально осталось нам подождать совсем ничего, чуть-чуть, и будет объявлен вердикт этого боя. Ну что ж, отлично. Да. Решение, да? Ждем.
Да, долгое томительное ожидание. Да, очень много людей собралось у ринга. Все ждут официального оглашения результата поединка. Да, и в центр ринга приглашается глава Якутска Евгений Григорьев. Далее и Руслан Проводников, наверное, тоже выйдет в ринг, да, как видим. Среди профессионалов Руслана Проводникова. Да, и мы все в ожидании этого. Дамы и господа, после 10 раундов чемпионского боя за звание чемпиона WBA Азия в полулегком весе обратимся к судейским запискам. After 10 rounds of Так, boxing судейские записки WBA Asia боя. featherweight title, we go into the judges' scorecards. 98-92. 98-92. Это единогласное решение. 91. 99-91. 190. 190. И все трое судей. Все трое судей отдали победу Михаилу Варламову, дорогие Go друзья. to the winner. Определили победителя единогласным решением судей. И новым чемпионом WBA Азия в полулегком весе становится and new WBA Asia Featherweight Champion Михаил Ну что ж, да. Михаил Варламов выигрывает титул ВБА Азия. Поздравляю я вас и Василий с этим замечательным праздником бокса, который вы нам всем подарили. И не дай бог, я уверен, что это не последний турнир, на высоком уровне будет. Ну а Михаилу пожелаем, да, дальнейших успехов. Он, безусловно, очень талантливый и трудоспособный, трудолюбивый парень. Сейчас будет небольшое награждение и, наверное, дадут слово, да, Михаилу. Да. Евгений Григорьев. Человек, да, который, благодаря которому, да, наверное, и вот, развитие, да, профессионального бокса, именно профессионального бокса, да, в Якутске республике. Да, и сейчас, да, Михаил Варламов, слово. Давайте послушаем. Вот этот поезд остается в Республике Саха-Якутия. Спасибо Таким большое. султанским акцентом, да? Это была очень такая длинная работа. На протяженности там 3 года. Спасибо моей команде. Спасибо Евгению Николаевичу. Спасибо всем, кто поддерживал. Дальше больше. Это только капля моря. Идем дальше. Спасибо большое. Дальше больше. Да, Миша заряжен. Это, конечно же, хорошо. Да, и сейчас, да, Миша должен наслаждаться моментом. Это его день, его вечер. Ну, а мы, дорогие друзья, прощаемся с вами до следующего турнира «Вызов Севера». Я уверен, что другие турниры, да, по профбоям пройдут уже скоро, да, как и обещали, да. Ждем также и такого хайпового поединка, да, Этюк Лехи и Романа Николаева Авто. Ну и вам слово, Василий. Александр, поздравляю вас. Всех нас, да? И всех нас, всех якутян, всех жителей нашей необъятной республики Саха-Якутия, что у нас появился первый в истории чемпион ВБА Азия. Да. Это хорошее достижение и это отличный результат. Появился и чемпион России, да? Появился и чемпион России, и чемпион ВБА Азия. Да. И самое главное, все победившие, да, отметили, что это только начало. Это только, я думаю, да. Я уверен, что это только начало. Да. Пусть будет так. И всего вам доброго, Василий. Спасибо, Александр. Да, до скорых встреч. И, дорогие любители бокса, завтра у нас прямая трансляция уже масс-рестлинга Кубок Федерации. На следующей неделе Хабсагай будет.
и так далее. Соревнования будут до Нового года. Оставайтесь с нами. Или НВК Саха и телеканала Мама. Всего доброго. Занимайтесь боксом.